Музон представляет. Всем большой привет! Это телеканал Музон и проект «Персона». Меня зовут Малик Рузиев. Я обожаю, когда в нашей студии появляются творческие личности. Тем более такая артистка, которая сегодня появилась у нас здесь, достойна однозначно вашего внимания, потому что это удивительного таланта человек. Сегодня вместе с нами яркий голос казахстанской сцены, вдохновляющая исполнительница и вокалистка группы Lime Band, сольная певица с неповторимой энергетикой, а также преподаватель Казахского национального университета искусств. Она умеет завораживать людей своим невероятным талантом, харизмой, ну, конечно же, голосом. Сегодня вместе с нами Айжан Сайтенова. Айжан, здравствуйте. Здравствуйте, Малик. Айжан Сайтенова уже на самом деле огромному количеству людей, музыкантов, людей, как так или иначе связанных с творчеством, уже имя достаточно знакомое. Но я всегда говорю о том, что вот путь, он обычно вот такой к звездам, он действительно вот через тернии происходит. Конечно. Вот вам сейчас, вот на данный момент, когда вы уже, собственно говоря, являетесь личностью, вам никому ничего не нужно доказывать. И многие говорят о том, что работа артиста, она достаточно легкая. Вот как вам кажется, вот этот весь путь, который вы проходите, он легкий или Нет, это все-таки сложно? Он совсем не легкий. Он совсем не легкий. Естественно, тут нужно оставаться человеком, наверное, прежде всего. Ну и, естественно, твои знания, твой багаж, твой ум, все, что ты там нарабатываешь на этом пути, это все важно. Ну, просто я встречал огромное количество людей, которые говорят о том, что ну что там эти певцы, ну что там эти певицы, ну что они делают, ничего особенного в их работе нету. И обесценивается труд, ну, а я понимаю, какой титанический труд стоит за вокалом, что такое ухаживать за своим голосом. Да, это, безусловно, обижает, когда люди вот так вот думают, что взять микрофон, выйти на сцену и спеть, это так легко. На самом деле нет. На самом деле за этим всем стоят годы обучения, годы познания, да, в этой сфере именно. Ну, это не очень, конечно же, легко, честно. Айжан, я знаю то, что у вас музыкальная династия, у вас достаточно музыкальная семья. Вы помните, может быть, ваши родители, может быть, ваши родственники рассказывали, какой девочкой вы были в детстве? Вы прям с самого начала кричали слишком много, брали расческу в руки, я не знаю, и все знали, что растет такая же, как и мы. Это любовь с детства к музыке? Да, это с детства любовь. С 3 лет я на сцене. Это даже я помню моментами. Это был конкурс «Энши Балапан». Раньше был такой конкурс детский. И прыгая на сцене, тогда не было радиомикрофонов. Были микрофоны со шнурами. И, в общем, бегая на сцене, я наступила на этот шнур, и у меня оторвался он. И у меня папа, естественно, он за этим всем следит, подбегает быстро, включает мне этот микрофон. И, в общем, я дальше, как ни в чем не бывало, допеваю свою песню, все, закончился номер, все там аплодируют. Ну, то, что я не растерялась, без комплексов, не заплакала и не ушла. Но, наверное, вот этот вот стержень, он во мне остался. И это, наверное, воспитание моего отца и моей мамы. То, что музыкант, он должен в себе не притуплять вот это вот нескромность, так скажем, да, твою раскрепощенность, и, в общем, себя держать свободно. Но это на самом деле достаточно сложно, потому что каждый раз мы понимаем, что артист, он такой же человек, как и мы, у вас тоже могут быть какие-то проблемы, вы тоже можете быть не в настроении. И вот как вот лично вы, как артист, справляетесь вот именно с этими ситуациями? Потому что, ну, вы же такая же, как и мы все, вы тоже можете грустить, вам тоже может быть одиноко в какой-то момент или, ну, какой-то неудачный день. Но когда ты выходишь на сцену, мы же четко понимаем, что ты не имеешь на это права. Конечно, сцена, она не прощает ошибок. А в обычной жизни, да, ты преподаватель, ты мама, ты супруга, ты дочь. Ну, а на сцене даже при температуре, когда ты болеешь, у тебя температура 40 градусов, это все не имеет никакого значения для публики. Публика хочет шоу, публика хочет увидеть то, что они хотят.
И ты, естественно, выходя на сцену, ты должна это дать. Но смотрите, вы сегодня, да, несмотря на то, что вот мы говорим на какие-то сложности, да, что абсолютно каждому человеку бывает сложно, бывает наоборот где-то удобно, хорошо, но вы почему-то взгрузили на себя такую большую ответственность. Вы поете в лайв-бенде, вы поете сольные песни, вы исполнительница сольного жанра, так плюс ко всему вы еще и преподаватель. Вот как вы находите вот время абсолютно на все это? Не напрягает ли вас такое количество работы? И удается ли вот находить баланс между тем, что сегодня я пою, а завтра я тебя чему-то научу? Да. В этой сфере именно вот этот баланс удержать для меня как-то не так сложно. Почему? Потому что все, что ты нарабатываешь на сцене, все, что ты с помощью своей практики выходишь на сцену, ты получаешь там массу эмоций, что-то для себя новое открываешь. И вот это все передавать своим ученикам, своим студентам, естественно, легче, когда ты прожила и прочувствовала это. Баланс тут у меня, я думаю, идеальный. Почему? Потому что в лайв-бенде работать – это там своя атмосфера. Так как с тобой работают очень крутые музыканты. Вот не побоюсь этого слова, а там каждый музыкант, он профессионал своего дела. Это грамотные музыканты с профессиональными своими какими-то навыками, где они оттачивают, да, свое мастерство. И мне вообще очень в удовольствие просто работать с такими людьми. И ты просто кайфуешь на сцене, находясь вот среди вот таких музыкантов, и ты вот думаешь, ну я же тоже частичка этого. Мне вообще кажется, что любой лайв-бенд – это настоящая школа жизни, потому Конечно. что там нужно подстроиться абсолютно ко всему. И вот, как мне кажется, вот этот опыт, который есть в лайв-бенде, он не сравним ни с чем. Ни с чем, вот честно. Мы, допустим, работаем уже больше 10 лет вместе, да, вот с музыкантами. И, находясь на сцене, мы просто уже с полуслова, с одного взгляда, просто с какого-то движения малейшего мы уже понимаем друг друга. И это настолько у нас налажен такой коннект, что вот как будто мы такой костяк, и все, вот какая-нибудь часть отвалится, все, и уже баланс, все, он теряется. А вот расскажите про момент, там, скажем, если с лайв-бендом мне понятно, с певицей мне понятно, но здесь есть же еще и момент вашего преподавания. Я прекрасно понимаю, что вы сама творческая личность, вы прекрасно знаете, как строится вообще, в принципе, жизнь артиста. И вот как мне кажется, что вот человек, который сам прошел путь от самого начала до больших лавров, то есть вот ему преподавать легче, потому что вы знаете не теорию, вы знаете практику, как это все происходит на самом деле. Вам в удовольствие делиться своими знаниями? Или все-таки вот ты, когда начинаешь преподавать, ты же в любом случае слушаешь своих студентов, а там где-то нужно поругать, где-то нужно направить. Тяжело вам Да, но напрямую? не без этого, конечно, да. Бывает, что ты их не то чтобы именно по музыкальной части. Это одно, да, ты там преподаешь там по теории, все вот объясняешь, все это на практике показываешь, но при этом всем ты еще их учишь жизни. Именно что в этой профессии, как себя вести и как оставаться человеком. Бывает такое, что студенты у нас выпускаются, там выпустили несколько хитов, и все, у них вот звездная болезнь, и все, вот они вот сносят у них все. И думаешь, ну вот был же обычный студент, хороший там человек, там то-то, ну вот именно вот это мне хочется передать своим ученикам и студентам, чтобы в этой сфере оставаться просто обычным человеком. Это очень сложно, но вот согласитесь, что и в вашей жизни были такие моменты. Я знаю точно, что вы как сольная певица из группы, вы ведь, когда просто, мне всегда очень обидно за то, что когда там зрители или какие-то слушатели думают о том, что лайв-бенд или певица это только то, и нет, мы работаем намного больше, артисты выступают и на больших площадках, Да. я знаю, что выступали и в больших городах, День города там и так далее, большие стадионы, площадки. Это действительно, ну вот такая
такая особенная работа, и ты видишь все вот эти аплодисменты, видишь вот эту всю атмосферу, а тут тебе машину подогнали, здесь тебе стол красиво награли. Но мне кажется, ты волей-неволей иногда можешь надеть на себя какую-то корону. Вот у вас были хотя бы вот, какие-то дни, когда кто-то сказал: угу, немножечко почувствовала себя звездой? Ну, не знаю, прям вот такого явного, чтобы у меня прям загорелась звезда, нет, такого, наверное, нет. Почему? Потому что меня так воспитали, что даже среди звезд, даже среди именитых музыкантов ты себя ведешь скромно, и скромность как бы украшает человека, и это важно, не потерять себя. То есть все-таки не было таких дней, когда вы ходили и немножечко чувствовали себя Нет, лучше, скорее чем всего, другие? такого нету. Это классно, на самом деле. Но, если честно, мне кажется, что это немножко не ваша заслуга, а заслуга ваших родителей, которые действительно дали понятие о том, что ты такой же человек, ты просто выполняешь свою работу прилюдно, и это действительно достаточно классно. Но в любом случае, как мне кажется, что когда ты видишь вот эту их аудиторию, видишь вот этих людей, которые тебе аплодируют, которые поют вместе с тобой, танцуют, это доставляет удовольствие? Естественно. Безусловно. Когда ты выходишь на сцену, когда публика с тобой вот на одном дыхании, вот на одной волне, вот эти вот эмоции, которые тебя переполняют, реально это бывает, что аж до слез. А правда, что я просто не певец, и я не знаю, как это все происходит у вас на сцене. Вы говорили о том, что иногда приходится выходить с температурой 40, иногда уставшая, иногда больная. Да. Правда, что сцена лечит, когда ты видишь Конечно. вот этих людей, когда видишь вот эту энергетику, ты чувствуешь себя по-другому? Просто все забывается. Выходишь, как только вышла на сцену, все, твоя болезнь, твоя ангина, твой фарингит, ларингит, все остается позади. Ты выходишь на сцену, и я не знаю, откуда такая сила берется. И вот она, наверное, вот лечит. Вот реально, как только начинается музыка, все. В тебе загораются вот эти вот глаза, горят, люди вот смотрят на тебя, вот, и ты должна дать, раскрыть свою душу, да, донести песню. Естественно, там уже мысли не о твоей болезни, не о твоем фарингите там, или ангине. Нет, мысль у тебя идет, как бы донести песню. А правда еще, вот я сегодня вместе с вами буду какие-то мифы для себя раскрывать. Бывает такое в жизни, я знаю, что и в вашей жизни такое было, что есть какой-то перерыв от выступлений, ну, то есть вы уезжаете куда-то в отпуск, у вас есть какие-то семейные дела, что когда вы долго без сцены, вы действительно немножко начинаете страдать и вот как будто бы чахнуть. Да. В этот период тебе ничего не интересно, тебя ничего не вдохновляет, краски какие-то, они темные становятся, и все. Думаешь, ну зачем вот это вот... Зачем я живу, если я не пою, если я не доставляю удовольствие, да, для своего слушателя? Был у меня такой момент, когда просто я сорвала голос. Я его просто сорвала. На следующий день у меня выступление, а у меня голоса нет. Я утром просыпаюсь просто без голоса. Я даже толком шепотом говорить не могу. И в этот момент у меня просто обрывается внутри, думаешь, и все, на этом все, что ли? Нет. Благодаря, конечно, врачам, фониаторам я восстановилась. Естественно, долгое время восстанавливалась. Ну и вот именно этот период был такой переломный, он немножко ломает внутри тебя, и ты чувствуешь, думаешь, ну неужели все на этом? Прощай сцена, прощай микрофон. Страшно было очень страшно. Очень страшно, и я вообще села и думаю, а что я буду делать? Чем я буду заниматься? И у меня уже мысли пошли, думаю, может, там освоить какую-то другую профессию, может, что-то другому научиться. Но нет, я восстановилась. И очень благодарна своему врачу, фониатору. 1000
благодарности и просто золотой человек. Вы знаете, у меня есть немножко другая теория, вы можете с ней абсолютно не соглашаться, но почему-то мне сейчас пришла мысль о том, что вы вот такой человек, как мне кажется, я могу ошибаться, вы немножко фанат своей работы. Мне кажется, что вы готовы отказаться от каких-то личных благ. Надо работать, пойду работать. Надо работать 7 дней в неделю, пойду работать. Надо 5 площадок отработать, отработаю 5 площадок. И мне кажется, что Всевышний иногда говорит, так, лишу-ка ее голоса, пусть она просто чуть-чуть отдохнет, пусть она просто полежит. Возможно, это было какое-то, я не знаю, там, испытание для меня. Осадить немножко и посмотреть вокруг, что у меня есть еще и семья, у меня есть дети, у меня есть родители, у меня супруг, и уделить им внимание. Ну, возможно, это вот такой вот щелчок, он, все равно это немножко тебя закаляет. Ну вот смотрите, вот когда вы закалились, то есть очень многие люди на самом деле не понимают, они не ценят того, что у нас есть, то есть, у нас есть руки, ноги, глаза, там и хорошо, но ведь голос это ведь тоже инструмент, да, за которым нужно следить, и который забирает у вас тоже достаточное количество финансов, потому что вы же постоянно его там оберегаете, лечите и так далее. То есть для вас голос, это, мне кажется, вообще такое самое золотое, то, что вы вкладываете больше всего. Это, конечно, это все, чем ты живешь. Это то, чем ты можешь донести все, что у тебя творится внутри, все, что у тебя творится в душе. Ты только голосом можешь донести. А вот расскажите, мне интересно всегда, когда человек работает немножечко в разных направлениях, я прекрасно понимаю, что лайв-бенд – это одно, сольные выступления – это другое. Что вам нравится больше? Или это то, что нельзя сравнивать? Нет, это несравнимо. Там с лайв-бендом это свой вайб, сольно ты выступаешь – это совсем другие чувства, другие ощущения. Это несравнимо. То есть это как с ребенком? То есть если я скажу, какого ребенка вы любите больше, вы скажете… Старшего либо младшего? Нет. То есть вы любите и группу, и сольное выступление? Конечно. А как у вас вообще происходит вот этот симбиоз работы в группе? Я прекрасно понимаю, что вы сейчас на данный момент в Казахстане одна из самых известных команд, потому что график вашей группы, я знаю, забит прям очень-очень хорошо, серьезно. И я понимаю, что вы все немножечко там фанатичны, и вам важно, чтобы вы предоставляли народу качество. Как вы выбираете репертуар? Вы постоянно вместе совещаетесь или кто-то приходит с какой-то идеей? По-разному. Бывает, что один из участников находит песню, где-нибудь услышал, либо нашел, кто-то подсказал, он предлагает. Либо совместно все коллективом решаем, советуемся друг с другом. Эта песня пойдет, а эта песня не пойдет, а давайте ее переаранжируем, может, ее переделаем, может, в каком-то другом стиле поиграем ее, может, она в другом стиле зайдет. Ну и так. А то, что происходит там на сцене, это все импровизация. Бывает, да, такое. Но я знаю, кстати говоря, что касается импровизации, то я слышал про лайв-бенд такую информацию, что иногда, то есть вы для того, чтобы порадовать слушателя, вы иногда начинаете играть вообще не ту программу, которую вы планировали, Конечно. То есть начинаете импровизировать раз. И я не знаю, правда это или нет, но я слышал такую информацию, что ваша группа вас сравнивает с теми, как с Шазамом и с Яндекс.Алисой, когда говорят, что поставьте это, и нет таких песен, которых вы не знаете. Вы можете подстроиться под все. Да, мы в основном, работая на сцене, мы ориентируемся на публику. Смотря возраст какой, контингент, что они там хотят. Выходя на сцену, ты чувствуешь уже публику. И бывает такое, что нам, допустим, заранее дают: давайте вы вот по вот этому списку пойдете, и вот по этому списку будете играть все вот эти вот песни. Хорошо, выходишь на сцену, видишь, публика совсем другая. Не под эти песни, она не подходит. И поначалу ты начинаешь по этому списку играть и думаешь, уже все, людям это не нравится. И тут уже все, этот список убирается, мы импровизируем. Мы просто играем то, что публика просит и хочет. Вообще, мне кажется, что с этим моментом достаточно сложно, потому что я понимаю, что вы прям переживаете за имя свое, за имя своей команды. И когда ты понимаешь, что заказчик выбрал плейлист, и люди, которые находятся на мероприятии, они не понимают, что это не ваш выбор, это выбор людей. И когда ты начинаешь все менять,
Потому что, вот как мне кажется, ты просто переживаешь, что люди не должны уйти отсюда с Конечно. плохим настроением. Вот были ли какие-то вот такие моменты, когда заказчики вам говорили о том, что хорошо, что вы поменяли, хорошо, что вы сделали? Да, было такое. Это было мероприятие, да, нам, в общем, в каком-то стиле оно было у нас, и нам предоставили заранее список. Вот только вот эти песни играйте, больше ничего. Хорошо, хорошо. Выходим на сцену, там совсем другой континент, совсем другой возраст, но они не понимают эти песни. Естественно, мы импровизируем и поем уже по-своему, по накатанной. Люди танцуют довольные. Естественно, заказчица прибегает сначала. Да вы что делаете? Я же вам список дала. Пойте по списку. Нет. В конце вечера каждый подошел. Ребят, вы такие крутые, вы такие классные, мы так потанцевали. Вот это все услышав, заказчица, она просто реально подходила. Ребят, извините, что вот так получилось, я там была не права, там то-то-то, вы классные, у меня гости довольные, вот это самое главное. Это действительно вот важно, когда ты получаешь вот это удовольствие от того, что делаешь свою работу, и люди от нее кайфуют. Я считаю так, что Казахский национальный университет искусств и работа в нем преподавателем, это такая достаточно высокая планка. Вот для вас, как для певицы, как для профессионала, важно было там оказаться, потому что я знаю точно, что вот наш Национальный университет искусств, он достаточно отличается высоким профессионализмом качества образования. И кто попал, туда попасть не может, потому что я знаю, что преподаватели там работают прям самого высшего уровня. Вас, как человека творческого, это вдохновляет? Вам нравится, что вас не просто оценивают как певицу, а знают, что вы можете передать знания людям? Конечно, я сама выпускница этого университета. Выпуск наш 2011 года. И закончив университет, я поработала в бэндах, сольно пела. И, в общем, так получилось, что в 2019 году меня пригласили туда в качестве преподавателя. И поначалу это было немножко страшно и немножко волнительно. У тебя столько мыслей, тысячи мыслей, как я передам это все, как я научу детей, как я научу студентов, а смогу ли я, а хватит ли моего знания встать именно на эту планку преподавателя. Я смогу, у меня столько было переживаний, честно, я и сомневалась в себе. И в этот момент, честно скажу, сидя на кухне, мне мама сказала: а чего ты боишься? Чего ты боишься? У тебя столько багажа, у тебя столько опыта, у тебя знания выше крыши. Иди, работай, попробуй. Меня это, наверное, мотивировала меня мама, наверное, скорее всего. И я пришла сдавать документы, они меня пригласили, я приезжаю туда, и они мне говорят: это же наши выпускники, это же наши все. В общем, с того момента я осталась и работаю по сей день. И мне это очень нравится, когда ты видишь эти горящие глаза детей. Они все все тебе в рот заглядывают и смотрят, что ты скажешь, как ты это все покажешь, какой там репертуар выберешь. Это все, это классно. Реально ты от этого кайфуешь. Смотрите, вы как никто другой знаете, находясь преподавателем, о том, что в Казахстане, это ни для кого не секрет, огромное количество талантливых людей. Да. У нас огромное количество певцов, певиц. И я в последнее время замечаю тенденцию, что наконец-таки наш народ начал научиться ценить своих. Я вижу, что сейчас проходят большие концерты, где казахстанских артистов уже ставят как хедлайнеров, скажем, зарубежных немножечко подвигают в начало. Как вы считаете, на каком уровне сейчас находится казахстанский шоу-бизнес и казахстанские артисты? Если считать низкий, средний и высший уровень, я думаю, что высший уровень. Почему? Потому что недавно наткнулась на видео Максима Фадеева, где он
комментирует нашего артиста одного, и он просто в восторге. И он сначала как бы говорит о нем, но потом он переходит и говорит про казахский народ. И он говорит, вообще, говорит, казахский народ мне очень сильно нравится. Он очень музыкальный. Каждый второй у них певец. Каждый второй у них играет на домбре. Каждый второй у них фирмач, там, я не знаю, все поет. От народного до там, зарубежных хитов. И он так отзывался. И для меня, реально это было как-то показательно. Значит, мы не все так, не зря все это делаем. Это на самом деле так, мне кажется, что не зря. И вы знаете, Айжан, я убежден в том, что не зря вы сегодня сюда пришли. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы оказались сегодня здесь, в студии телеканала Музон. Я уверен, что вот к тому моменту, которого вы сейчас добились чего, это лишь маленькие ступеньки, которые у вас есть. Я уверен, что впереди за вами большое великое будущее. Я знаю, что у вас готовятся сейчас сольные песни. И пусть вот эти песни, которые вы готовите, они обязательно дойдут до народа, до людей. И чтобы вы действительно собирали большие стадионы, большие площадки, просто потому что вы девушка, которая не просто пришла петь, вы живете музыкой, вы живете этим состоянием, и я действительно безумно рад, что в нашей стране есть такие люди, как вы, и мне гордо, что с вашим именем можно ассоциировать Казахстан, казахстанскую индустрию музыки. Я желаю вам больших успехов и спасибо, что вы пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня здесь, в студии телеканала Музон, яркий голос казахстанской сцены, вдохновляющая исполнительница и вокалистка группы Lime Band, а также преподаватель Казахского национального университета искусств Айжан Сайтенова. Ну а меня зовут Малик Рузиев. Мы с вами увидимся здесь же на телеканале Музон.